Время 11 часов утра. Это район рядом с молочно-мясным комплексом Сагапши, одно из мест, которое определено для забора воды, чтобы после специальным транспортом доставить ресурс в села Малгобекского района. В очереди за водой стоят около 10 машин. Часть из них водовозки, закупленные по указанию главы Ингушетии на средства из Национального фонда развития региона. Другие – частный транспорт. У всех одна проблема – баки с водой наполняются слишком долго. از اکی یورتی قاه خیده تا خالجو نور ناتي دي خیده يعني صار تليفون تي او صحابي انا ديت 9 ساعات اصعد دخلات وشجع خلونا نجيب مرتين. ونمشي بخلوج يعني خلوج جات زي بروز كاش خلط وصايو كان حدو كل حدو كان شدو شسام بركوج تاياتي أصحى ملحت ليش مرتيش خنيا. شي سردي ما بين لا توصل بارد يا مرج لابس ده حينا بديت اتصعد صحيت لا صعد وصل. Из этого колодца выходит труба диаметром 40 сантиметров. Чтобы набрать воду в 4 кубических метра, именно такого объема водовозок уходит до получаса. Отсюда воду забирают для нужд сельских поселений Малгобекского района. Кроме этого, до недавнего времени было еще 2 места, где можно набрать воду. Одна из них – это 2 накопительные бочки насосной станции Пседаха, которые на момент съемок пустые, и о заборе воды здесь не может быть и речи. Вторая точка – это колодец с установленным гидрантом для подсоединения к ресурсу в Малгобеке, у входа в парк имени Гайдара Алиева. Здесь картина другая. Вода в достатке, но из-за угрозы снижения давления для малгобекчан городская мэрия ограничила доступ для района. Была информация, что вы не разрешаете отгружать воду, забираете гидрант. Как вы это понимаете? Да, было это, потому что у нас в городе у самих не хватает свежных этажей. Когда массивно начинается отгрузка воды, имеется в виду машинами, то у нас свежных этажей, то есть уже давление падало, и на верхних этажах вода не достала. На сегодняшний день у нас та же проблема, наверное, и существует. Асканова 13, дом у нас. А в верхних этажах вода, давление падает, и не доходит до жителей, до квартир. Поэтому мы и запрещали отсюда массивный вывоз. Массовый вывоз мы не разрешали. Также была информация, что вы разрешаете частникам закупать воду, но не разрешаете государству. Я могу объяснить по этому поводу. У нас есть 2-й микрорайон, здесь к городу относится. Там подает воду регион водоканал, то есть единая операция на сегодняшний день. А там у нас воды уже нет, уже 3-4 день. Нам всего выделяется 2 машины, имеется в виду АТП, наши правительственные машины. Нам эти машины не хватает, и нам приходится нанимать машины со стороны. И мы этими машинами осуществляем подвоз воды. То есть, если сегодня будет большой разбор воды и городу не будет хватать, вы за то, чтобы районам не отправлять, да? Ну да, если уже давление падает, у людей воды не хватает, конечно, мы останавливаем. Больше остальных от запрета на забор воды и пустых накопителей страдают жители сельских поселений Пседах и Энерки. Там люди воду из крана не видели уже около 3 недель. Единственным спасением для них был подвоз воды, но из-за вынужденных ограничений водовозки не могут в полном объеме доставить воду до потребителей. В Пседахе, например, успевают за день совершить в несколько раз меньше выездов, чем раньше. Последние 4-е сутки здесь, насосную станцию, вода не поднималась. Машины не могут набирать воду. Из-за этого практически можно сказать, все село мне звонит. Все село ко мне обращается, нету воды. На сегодняшний день у всех нету воды. И чтобы все эти колодцы, всех наполнить, это как минимум мне 2 недели, 3 недели надо. Даже если из-под крана у них вода пойдет. А так, в принципе, мы подвоз осуществляем. Подвоз осуществляется. Если когда вода бывает, здесь, насосная станция, когда вода бывает, у нас получается до 30 рейсов сделать. Вот за вчерашний день 2 рейса мне сделали. 2 рейса сделали. На 1000 дворов, на 1189 дворов 2 рейса мне сделали. С отсутствием воды жители Пседаха справляются по-разному.
Кто-то ждет, когда ее привезет администрация, другие, у кого есть возможность или транспорт, сами покупают. Некоторые и вовсе не знали о такой услуге, многие привыкли закупать воду самостоятельно, платили до 2000 рублей за куб. Мы обошли несколько улиц селения и поинтересовались, какими из этих способов пользуются сельчане. Это лето, да? Наверное, один раз было, да. Больше не было. А они подвозят еще, хакую еще машины. О, и тухай. Что же идешь? Да. Администрация кяхт я за хидат хун ян хандиош. Да. Хандат, хантазе. И алдезица интон. Телефон туан заявкаин дает нир. Хидоч положение, ухайвоз хидас пасига. Анз фахаях хи хадаш телефон тихаш администрация. Да, шокоде дол по-любому. Когда вы позвонили, вам привезли воду, какой период был? Ну, 3-4 дня 3-4 бывает, дня, да. Ага. А вы за эту воду платили? Нет, Нет, бесплатно. бесплатно. Если колодец нет, то на выживание только. А администрации заявки азяхани ваш хидает? Тагани реагнирса заявки, что ахч хаиц, а эшт хаиц дать, захмичин хавахч хаиц дать. Таган администрация заявки елас, но когда будет, я не знаю. Аналогичная ситуация с водой и в соседнем селении Инырки. Здесь нет воды около месяца. Водовозки работают на износ. Транспорт, выделенный главой республики, курсирует по сельскому поселению 12 часов в день. У водителей перерыв лишь на обед и молитвы. Телефон главы администрации селения просто разрывается от звонков. Dida dal andel adel da khidej metkiai dal andel tazet metik misk metik boydo metik واخ bilgul yok dal andel adeyt hon adel da khid hadin din da suq ala so известно وتفيلا hani السخامه دي سمسني تهمش خص давай дида баркал. В Инырки более 1000 домовладений, и большая часть из них нуждается в подвозе воды. При всем желании не получается отработать по всем вызовам, поэтому в приоритете звонки от стариков и малоимущих семей, которые сами не в состоянии обеспечить воду. بسوق ان خندات نو اشت دوتش خد سو خزادات خي مشين صحدين تكون واخدات ارتي ارتي وضلات حق خي دولج خذ قاقتكم خذ باش عدول قنالات يرتخندين قاق لاس مليان خلات دول خان دولج دي خمس حمي خايه سن سغودي خدات. Многие жители села с пониманием относятся к этой ситуации. Люди знают, что проблема не сегодняшнего дня, и чтобы ее исправить, нужно много времени и средств. Поэтому сельчане, кто в состоянии самостоятельно обеспечить свою семью водой, не стоят в очереди за ресурсом и покупают ее сами. Администрация кяхт я зядейт ан мортик я Да, да, да. أهم خيط. أدمنستراتي تهم دي خداستو. هنجر هم زادوش تو هم خوش مودي تسلسل حلدها يا هم ديزري نو وصل ديزري يعني أنا داستو بيجي تكتخزن تبغى شنا هيدا يالش عن شو خوش كورلسون حقه هنا أخي قهدر قهد بعض سينا خيدين гражданский чари عادل чар да عادل هم ديكيت موش гражданский أخي مو خادع كادر تعزناخ خي ديخ جمورتك جنيسيني خي قهي خوين Oğuzmetти xi hadin yolca maşenu takibik da yetişdat. Yurt dazi yurt da zemistiklo tsarı şu an xi hakwaja maşenu işte şu aşk akş hada vali takibik akş dal diyejdat şu aşk xi açıdetti da bu vakti bu aş zol толка. Мы специально задаем жителям селения вопросы о поборах со стороны доставщиков воды. Анонимно и с неизвестных страниц звучат жалобы, что за воду, доставленную транспортом спец-АТП, требуют плату. По факту же ни один житель двух селений это не подтвердил. Не владеют такой информацией и в Минэнергетике, и ЖКХ Ингушетии. На сегодняшний день тоже я не могу сказать, что транспорт автоспецпредприятия где-то продает воду. По крайней мере, за руку не ловил, но мы дали указания сейчас всем операторам и единому оператору Курсаеву я дал задание, чтобы проверили эту информацию.
насколько, куда, какие машины уходят в спецтехнику. Мы знаем, что 8 машин работают по Малгобекскому району, 2 машины работают в городе Малгобек и 2 машины работают в Назрановском районе. Ситуацию с водой в Малгобекском районе власти региона держат на контроле. Глава Ингушетии реагирует оперативно на возникающие сбои в подаче ресурса. Но здесь должно быть понимание и со стороны жителей республики. Чтобы полностью обеспечить регион водой, нужен еще не 1 год, и этот вопрос требует долгосрочного решения. Одно из таких – это строительство Асинского водозабора с добычей 100 тысяч кубометров воды в сутки. А в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» по федеральному проекту «Чистая вода» в процессе модернизации Альтиевский водозабор. Муслим Ганиев, Асхаб Билакиев. Новости 24.